Уважаемые члены Совета ингушского народа, на сегодняшнем внеочередное заседание Совета ТЭПов мы собрались для того, чтобы принять совместное обращение к народу Ингушетии в связи с событиями, происходящими в последние дни января 2017 года. Народ должен знать свое беспрецедентное давление с момента нашего создания оказано на нас местная власть и какими недостойными методами с нами борются. Хотя свидетелем тому Аллах, мы этой власти войну не объявляли. Мы просто считали своим долгом перед своим народом информировать эту власть о тех недостатках, нарушениях, злоупотреблениях, которые занимаются безграмотные государственные служащие и алчные чиновники в их окружении. Мы ставили перед исполнительной и законодательной властью исключительно вопросы, по которым силу занимая им должности, по пунктам их должностных инструкций, они обязаны в соответствии с законом Российской Федерации своевременно принимать необходимые решения. Но наша власть принимает решения по вопросам, волнующим наш народ, не способна и не собирается. Так же, как и предыдущие, которые были руководители нашей республики. Мы окончательно убедились в этом в течение этих неполных 2 лет. Самым простым решением для власти оказалось решение ликвидировать нас как Совет ТЭПов, чтобы не докучали ненужными и неудобными для них вопросами. И делается это по прямому указанию главы республики. Руками управления Минюста республики, который Верховный суд Республики Ингушетия направил административный иск с требованием ликвидировать наше движение. На днях должно состояться 3-е заседание суда, где у нас в этом нет сомнений, будут решаться о ликвидации нашего движения. Поэтому я считал бы необходимым обратиться к народу именно сегодня, пока мы еще являемся Советом ТЭПом ингушского народа. Если решение будет на суде принято о ликвидации Совета ТЭПов, мы не имеем права больше вот в таком этом собраться, как Совет ТЭПов. Поэтому вот такая вот мера необходимости. Поэтому такое обращение к народу. Кто за это, то, что я сказал, прошу голосовать. Голосовать ничего. Так, я предварительно Седову Гусову в записях. Уважаемые граждане Республики и соотечественники, Совет ТЭПа ингушского народа был создан в феврале 2015 года, создан определенной частью Совета ТЭПа при главе республики, посчитавшим невозможным и непродуктивным свое дальнейшее нахождение в данной организации. Я лично неоднократно ставил вопрос о том, что неправильно, неприлично, унизительно для народа, для ТЭПов, это приставка «при». Не могут быть ни ТЭПы, ни народ быть при ком-то. Эта республика создана ингушским народом, и Ингушская республика называется, Республика Ингушетия называется. Поэтому все структуры, правительство, депутаты, все являются членами нашего народа, членами определенных своих ТЭПов своего народа. Этот глава должен быть при народе, это он обязан быть слугой народа, о чем, к слову, он не устает заявлять с экрана телевидения. Вопрос, дальнейшее обсуждение решения не находил, даже не ставился на голосование. Мне, как и многим другим, не нравилось, что состав Совета ТЭПов и Президиума Совета ТЭПов
при главе республики формируется в стенах, в кулуарах администрации главы республики, а потом доводится через ими же избранного председателя Совета ТЭПа до Совета ТЭПа. Я в этом совете с самого первых дней, с того самого дня, как его создал советник главы республики, полковник ФСБ Глущенко. Еще тогда должно было быть ясно, что данный орган создается не для народа, но у нас и у меня в том числе не хватило мудрости понять это. По сути дела, это подконтрольно околовластный орган, готовый по прихоти главы республики служить. Я имею в виду президиум Совета ТЭПа, не сам Совет ТЭПа. Организация готова принять на веру любое абсурдное заявление того, при ком они состоят, а затем своими рассуждениями с мнением, что данное решение главы республики не является единственным верным и правильным, если даже она противоречит и Конституции Российской Федерации, и Конституции Республики Ингушетия, и нормам шариата и адата. Любое свое сомнительное, незаконное решение, если вы заметили, он освещает на заседании Совета ТЭПа, вспомните заседание Совета ТЭПа о необходимости изменения Конституции Российской Республики Ингушетии и возможности дать не народу, который вроде бы они представляют, а парламенту избрать главу республики. А парламент также избирал он сам. Вступают всегда одни и те же, аффилированные с властью лица, с представителями ТЭПов, сидящие в зале, создают всего лишь фон. Затем с экрана телевидения показывают молчащий зал, который вроде бы единодушно обсуждаемого вопроса властью. Но озвучивает все это диктор. Голоса самих выступающих, вы кроме тех, что сидит в президиуме, вы не услышите. Я предвижу, что будет возражение бывших и нынешних руководителей Совета ТЭПа, главы республики, которые сегодня занимают должности министров, депутатов. По сути дела, Совет ТЭПа сегодня является кузницей кадров для исполнительной власти. Ну, как подачка. К чести главы республики он не обходит вниманием своих преданных слуг. Я, может быть, чуть резок, но говорю только то, что соответствует действительности. И отвечаю за каждое свое слово. Пусть они опровергнут меня, если это не так. К их услугам в любое время наше телевидение, которое недоступно другим. Мы не против, но пусть говорят только правду. В случае живых заявлений они должны знать, что будут приглашены мной в шариатский суд и будут отвечать перед Аллахом и перед народом. Уважаемые сограждане, дорогие братья и сестры, прошу поверить мне, что в наших рядах ваши представители, которые обеспокоены состоянием дел республики, готовы открыть, не скрывая своих лиц, делать заявления и обращения. Уверяю вас, ни один из них, и мы в этом знаем, не дождемся благодарности и должностей, на что мы и никогда не претендовали. Нас ожидают только неприятности, судебное преследование, как вы видите сейчас, и заказные провокации. Это наш народ, это наша республика, это наша земля, и долг каждого гражданина республики защитить эти святые для нас понятия. И народ, и республику, и землю. Если каждый из нас будет сидеть дома и равнодушно взирать на это происходящее, то что с нами будет? В принципе, нас уже почти превратили в безмолвных слуг. Кто, если не мы? Мы посчитали для себя невозможным, несмотря на все ожидаемые неприятности, в отличие от вас, выйти и стать на пути несправедливости. Создавая Совет ТЭПа ингушского народа, мы не ставили себе задачу противостоять ни
кому-либо, ни главе, ни правительству, ни парламенту. За все время нашего существования мы ни один раз не выступили с упреком или обвинением адрес власти имущих. Должен признаться, что мне не один раз приходилось услышать упреки от своих товарищей за эту свою позицию. Они не дадут соврать. Позиция не становится оппозицией, позиция не становится оппозицией к власти, а работа с ней, подвигать ее к принятию назревших решений. Мне неоднократно говорили, власть этого не поймет, чтобы мы не говорили, как бы законопослушные себя не вели. Власти мы без надобности. Власть будет воспринимать нашу корректность как слабость. К моему большому сожалению, они оказались правы. Передача «Диалог с народом» глава республики сказал про меня. Доски вроде бы вменяемый человек, как он там оказался, как он мог создать второй совет ТЭПов, не понимаю. Ну, за точность не ручаюсь, там это, интернет зайти, там все, любой может посмотреть повтор этого. Спасибо. Вопрос от телезрителей. Известно, что в республике появился еще один совет ТЭИПов, это такая параллельная структура, в которой, насколько нам известно, даже не все ингушские ТЭИПы представлены. Что вы скажете о таком двойнике? Ну, знаете, у нас есть параллельная глава ни один республики. Многие желают, чтобы глава республики еще до меня были. У нас параллельно есть Коррекционный совет общественных организаций. Это право каждого создавать. Вопрос только вот по этому совету ТЭПов, то, что мы разбирались, как Министерство или Управление по делам юстиции пропустило и зарегистрировало в составе которого там 3-5 человек, и когда есть официальный совет ТЭПов при главе республики. Знаешь, здесь надо очень аккуратно с этим быть, тем более представленные так называемые в этом совете ТЭПов люди, они же представлены и в совете ТЭПов при главе республики. И совет ТЭПов он создался не для того, чтобы играть там потягушками, а для того, чтобы решать насущные проблемы людей. Они решают очень много вопросов и проблем людей. И плохо, что тот, кто задумал параллельный совет ТЭПов создать, продумал его для того, чтобы как-то насадить местному совету ТЭПов. Но это некрасиво и совсем неправильно. Не могли бы по-другому называть. Совет старейшин, там, или там, может, еще как-то там, умные старики, там, ну как-то по-другому назовитесь, но не советом ТЭПов, что ж так нельзя было делать. Тем более, крайне странно, насколько я помню, там, некто Доскиев, там, руководитель совета ТЭПов, вчера работал в администрации главы республики, нормальный, адекватный человек, который там, пообщаться приятно, он пошел почему-то по другой линии. Зачем ему это нужно, тоже интересно. Но опять же, они имеют на это право, здесь, как общественная организация свободы, а вот по линии Минюста, почему так произошло? Вот сейчас прокуратура с этим поводу разбирается. Спасибо. Вот мне сообщают, что есть телефонный звонок. Во-первых, в своем высказывании вы оскорбили моих друзей, членов Совета ТЭПов, которые являются лучшим представителем своих ТЭПов, а значит лучшими представителями народа. Это помимо того, что вы высказываете мнение, противоречащее закону Российской Федерации. Спасибо хотя бы за то, что сочли возможным считать меня вменяемым. К большому сожалению, я не могу себе позволить назвать вменяемым ваше окружение и вашу политику. Как национальную, так и экономическую и социальную. Исполнительная и законодательная власть Республики Ингушетия не намерена решать вопросы, волнующие ингушский народ. В этом у нас не осталось сомнений. И в этом в значительной степени виноваты именно вы, Аллах вам судья. На сегодня, не сегодня, завтра, по вашему прямому указанию, послушно вами органы запретят работу Совета ТЭПа ингушского народа, ликвидируя его как юридическое лицо. Такую же участь вы готовите и муфтияту. Чего вы добиваетесь? Какова ваша конечная цель? Похоже, на политическом поле Ингушетии вы не намерены оставить ни одно свободомыслящее существо, не только организацию. Уверяю вас, это будет первой победой
и вы скоро в этом убедитесь. Вам недолго придется ждать появления аналогичной организации, созданной строго в рамках закона. Но эта организация будет, я уверен в этом, вести себя намного жестче в своих выводах и выступлениях. Вы бросили вызов Совету ТЭПу ингушского народа, а значит всему народу. Он принят, ингушский народ, представителем которого мы являемся, вам не запугать и не остановить. Алхамдулилlah. Есть халкабизм Малышаги, Ахмад Башир Аушев. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أخوي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Я Богу выяснил, любил Богу, адву любил Богу, любил Богу. Что отцом было завайно туда оттуда дородите, если на то что она твой حبيت بيك ترشد موت شيء خوشة سو حبيت وول بس دولار اسمك ودول ده سيكرلش بس غلط بخشنا دقيقة الدولار والله نقول أربعة гос. Господин Евкуров в своем выступлении в передаче «Диалог с народом», прошедшей в декабре 2016 года, удивляется, почему у нас в республике целых 2 совета тайпов. Но при этом он совсем не удивляется. Чему удивляется весь народ? 2 муфтията, выбранные представлениями народа и пользующиеся поддержкой народа по сей день, и созданы в виде управления исполнительной власти и назначения Евкурову. Этому он не удивляется, а народ удивляется. Вы не обратили внимания, что автор вопроса к Евкурову безымянный, не назвал себя, ни имени. Все остальные называют себя и задают вопросы. Ему должно быть стыдно задавать такие провокационные вопросы, да и это не его вопрос. Он просто озвучил то, что ему велели озвучить. И не диалог это с народом, а скорее всего монолог с самим собой. Ши Халил Бербал Кигр был так-то сагни, а вот Бербал Ши удобный вопрос. Шада я ответ дал это. К вопросу, почему был создан Совет тайпов ингушского народа. Многих членов Совета тайпов при главе Республики Ингушетия возмущала эта приставка «при». Тут председательствующий начал вот эту тему. Почему мы должны быть «при», если мы народ? Он разве не из народа? Или иностранец? Он должен быть при народе. Если мы его приняли, если он получает зарплату здесь, если он здесь гарант Конституции, то он должен быть с народом. Почему мы должны быть при? Мы на сегодняшний день 30 фамилий здесь сидим. Я Аушев, Ахмед Башир Закреевич, у нас Моисиговы, Мархиевы, Аушевы, Талбиевы, более 2000 дворов. Почему я должен быть при нем? Он один. Значит, Хамхадор должмекти совы с платформой. Хамхадир должмекти народ бибехкеер. Так же не должно быть. Если он работает здесь главой, он должен быть гарантом Конституции. У нас есть Конституция Российской Федерации и есть Конституция Ингушетии. Согласно на той платформе Конституции Российской Федерации. И поэтому многим в тогдашнее время многие задавали вопрос, почему при? Но там постоянные, несменяемые присутствуют, постоянно им не нравится то, что не нравится Евкурову. Они несменяемо сидят там, хотя 1/3 ежегодно должна должен сменяться Совет тайпов. Там они постоянные там, постоянные члены. Скоро, наверное, дойдут до ООН постоянно членствовать. Более того, на заседании Совета тайпов при главе республики в декабре 2014 года обсуждавшийся вопрос применения пыток в стенах ЦПР Аушеву Магомеду Мусаевичу Евкуров открытым текстом заявил: Аушеву, мне, то есть и Ужахову, я заявляю, что это моя площадка, и я не позволю на этой площадке заниматься политикой. Избиение, пытка – это разве политика?
Может быть, для него это политика, но для нас это боль, для народа это боль. Это уголовно наказуемые дела, что только во время самых осталых, вот, и сейчас немцы не принимают тех фашистов, которые пытали, а у нас и сейчас пытают. Разве это политика? Если это политика, нам эта политика не нравится. И не нравятся те люди, которые стоят за этой политикой. Нам мирная политика нужна, мирное созидание. Мы хотим, чтобы наш народ процветал, чтобы республика наша процветала. Мы за это боремся. Значит, мы в этом случае неудобны. Если мы неудобны, значит, нам деваться некуда. Мы 13 лет, наши предки были репрессированы и вернулись домой. Кому мы не нравимся, должен сам уйти. Мы никого не выбирали и никого сюда не просили. У нас есть достойные люди, которых бы мы могли выбрать. Так что это наше конституционное право, и по сей день она нарушена. Так. Некоторые из нас, чьи полномочия Совета Тейпов, вы считали возможным оспорить, зная, что мы действительно выбраны своим Тейпом и делегированы Советом Тейп, Совет Тейпов приняли решение послушаться вас и покинуть вашу площадку с проставкой «При». Мы приняли решение покинуть ряды Совета Тейпов при главе республики и создать Совет Тейпов ингушского народа. Другими словами, Совет Тейпов при народе, для народа, а не для власти. Создали, несмотря на все противодействия вашей администрации, и более того, зарегистрировали наш Совет Тейпов как общественное движение в октябре 2016 года. И более того, так, 2016 года, несмотря на все ухищрения Минюста Республики Ингушетии. Теперь зарегистрировали нас, и через месяц-полтора сами же подают на нас в суд. С вашего позволения, уверяю, весь ингушский народ только с вашего позволения. И тут вы сами подтвердили, как тут два Совета Тейпов. Совет Тейпов нас делегировал народ, не вы. Поэтому, ну, а сегодня, завтра могут они прикрыть, да, они могут найти все, что угодно. Как вы нашли? Вы тогда сказали, что мы политикой занимаемся, когда избивали, пытали человека. 2 года назад, если бы вы посадили того Хамкоева, столько преступлений совершили бы они или нет? Нет, я уверен, что они совершили бы. Если бы вовремя остановили его. Нет, он вам понравился. А посадили сегодня, спустя 2 года. Сколько он после этого народ пытал? Сколько он убил народу? Безвинного. Вот Далиев сегодня, благодаря Мехкал, сегодня сидит вот этот Тимур Хамкоев. Благодаря Мехкал. Иначе и сегодня бы он не сидел. Вам они неудобны. Вам Тейпов совет неудобен. А кто вам удобен? Власть для народа. Иначе власть, зачем она нужна, если нас не будет? Зачем? И вы не будете получать зарплату. Если нет народа, нет власти. Есть народ, есть власть. Поэтому будьте с народом. Если бы вы сюда сегодня пришли бы, да, признали бы то, что вы не правы в этом, честное слово, мы не могли бы простить, потому что мы не враждуем ни с вами, ни с кем. Москва щедро финансирует Республику Ингушетии. Куда они уходят? Вот примерно репрессирован. 580 миллионов ежегодно. 660. Куда они уходят? Малоимущим. Куда они уходят? Субсидии выделяемые, куда они уходят? Сколько лет? 25 лет, 5 и выше детей только многодетные у нас были. Вот пока мы не подняли этот вопрос, 3 и более. Почему мы можем умалять тот закон российский, 3 и более детей в России многодетные, а у нас 5 и более? Что мы богатые, что ли? Мы самая отстающая республика из 85 регионов. Но этого надо стыдиться. И республика, хады, гераз, луктар, даразиан, винули, дел дохбера. حين هذا عشان من ضحية الحالي يبين ولي حالي بيخر موري هاي أي شيء دت خبقله بيت كار ميت خون ده مديت خون ده شو ده أقولون ديلار مديت ده أو شو من حلق دينهم كرداتي شان كويرس تشوفوا هم كرداتي شان اللي إذا مدوس فده دعسون мне 63 года.
Что вы мне хотите сделать? Я у вас работы не прошу. Я к вам, правительство, не лезу. Ни один из этих не лезет. Мы не ради денег, не ради чего-то собрались здесь. Ради народа, собственного народа. Поэтому нас делегировал народ. И мы будем работать. Мы будем здесь жить. Вы завтра, если вас снимут с работы, уедете, как уехали прежние ваши предшественники. А мы остаемся здесь бедными. У вас-то есть там, где нажиться, где разжиться, у нас нет. Если вы говорите, благодаря щедрым рукам или 11% сократили безработицу, так Центр занятости говорит, даже врет, говорит, 2%, на 2% сократилось. Ну разве так можно? Вы думаете, мы глупые? Нет. Мы народ, полмиллионный народ. Вы если бы задумались, где я, над кем я командую, где я порядок навожу, вот тогда и мы были бы рядом с вами. Я возвор, ешива, аларе, сак, хаваре, хасу, алчу, вагад мадарасок. Хадг муарсутасер. Ну, там с главой, вот глава республики должен быть главой. Министр должен быть министром. Судья должен быть судьей. Независимым. А из Баригиш Акарабел Бербе. Баригиш Англбек. А здесь Харди, они от Харта Худыша. Из Харта Дойбе, Ухуд Алар. Из них возмущений мы передаем мнение народа. Потому что мы из народа. Это наша платформа. А не знаю, где ваша платформа и на чем она основана. Наша платформа основана на народном достоянии, где народ нас делегирует, народ нам говорит то, что свое мнение высказывает, и мы высказываем мнение народа. Поэтому на сегодняшний день, да, закрыть вы закроете. Закрыть вы закроете. На это есть суд. Но есть и Божий суд. Если больше, то вы стали счастливы. А сам отдохнул. Веня Аллах, да. Сосед хану, а стоит душ даст, на дух потай пождавай. Дух не ахгар лёгкий. НКВД олар, начальник олар, нахбадеш. Шикам дека, лим сагвана олар, аболсан, бекалаш богонца, аудыш, йовен. Сын воган таза, дух камгул дятрансу. Сын ханара задушты, сын ши и любовник валеш, хасиш. Папа, приготовь нам кофе, я охраняю. Изл опустись, дятрансу. Дал, ай, куда отдыхаешь, ясно, дяддухам дал. Дяддухам. Так что мы также ставили вопрос перед Народным собранием Республики Ингушетия о том, чтобы они запретили продажу на территории республики как спиртосодержащие, так и энергетических напитков. Зло, которое от них исходит, не поддается описанию. Они необратимо разрушают здоровье нашего подрастающего поколения, делают их регенератами и импотентами. Чулво хамка выдает за собой. Так она тхос ушел. Он ахты должен, втором улуху должен, хамдарно. Мы поставили рядом с вами. Почему они не могут запретить, если у нас, вот мы, наше поколение, даже и молодежь, хантам диваши мир даях солурвосах, дали ярёх, пеймар ярёхан, уран диша, жей диша, духка дихам баш бы, таур халк дасыр, ладно. Так она из Бог, ей бах, ам халк диш, из хайуа жил, вейгена фон, юхейтер захар, душа таган, да лакала, цик хамдастуашам. Милиция минишу, шорт да цик халут. والله ده استوديو يوم بين موتك مخوصن ثانية مخلص هم استيا سريع بيكر مدوخوا شصا واسا بوسر ير شرط أربعين ليل بالنخ بشان سيجي تطير كل دستار. Так в этом случае мы вам неудобны. А кто вам удобен? Кто вам удобен? Так открыто надо сказать, вот эти удобные, вот эти неудобные. Тогда мы примем какие-то меры, и Москва нас услышит. У нас есть Конституция, Конституция незыблема. Нарушать, где Бог яцаги, а где это за дуси, шаран Бог вебичим, где гену горхачи, а айда латвию, мушти я дышь, а айн ходда ай фулилда, а айда тейпу советсис айн ходда ай фулилда. А гунна ливдай, ход, а это тейпягры, яркамды, камен хаддам духалбен, даву гуса я, даву ходду ай миша хвашу. Даву ай миша хвашу ходду. Вуhamаш хади халдасну, то дата халдунаш. Все, сам нас, как я итла был волнах, там что наргас. Что наргатов, то он хауцу латыш штук. Болой, можно латыш. Ер хадейтар, избар ерде избар боколот хон опознать муддалар, yok sartan. Şeşera hajaba, diyorum dedik, опознать dedik, şu boktu mu, toylar sadakmat. Это наше право.
Это наше право. Вот я цану рахвал, вместе кровный диван, дики они ходят, с собой догадал, взяла, там словей, сутейпен сага, сутин сага, сува, веева, вот дыр, с бог был бери, сакцу, да вот догадал вас. Всегда саку гуажу, брехами, из юга я нас я брехал, нас я изолировать, что нас я что хам поддаст, пейда дам вас. Сюда все там вухам адия вара пейдас заяха хавутсунах. Фудия хатя хадутсун, дерегиш хадут. Там сунах халах бир басиш, шайзата бага, тодех кедян, وقتوب ده تون الله يورد تعذر حد يولد عدو تعذر حد الدسان. شو يلا اجبت بتاريخي بصير محابيار شو ده يخو. Следственный комитет на сегодняшний день не торопится делать опознание. Почему? Потому что им так удобно. Что, они же не бедные люди. Не бедные люди, те милиционеры, на которых подняли уголовное дело, возбудили. Не бедные. Поэтому они сегодня, мы им ничего не сделаем и не дадим. Но заставить заставим, посадить виновных. Это однозначно. Заключение. Именно поэтому, именно потому, что мы ставим вопросы неудобные для властей, которые не готовы решать вопросы жизненно важные для простого народа, нас и дано поручение прикрыть. Нет организации, нет проблем. Но ошибается, нас не сломить. Соус даст, халарбахда, камтон я должен. Цахада, там один здравомыслящий тона делегировать для пога, ухтейпен хаджи я хадол, там حاليا تحط راسك ما يقولش تكون طاش حط ريتات نيكرنا شو دولار يعني ديال حاجه تشيل بير المطر كوش كان بن يلست نا بوغ الحمد لله يلست نيا خما تيشا يلست الله تيشا الله حق الله شو دوا جد الله يخوب ضد الله خاطر ضد شو شيء ديال خير ديال شيء ديال صقير شو شيء هم ده ما يقدر تكون زيد دو دي يعني يصدو تداس قمود تداس هم تخقم ده. Мы представители этой нации. Баркушан, делал резколша. Баркул. Искал Визиболович, могу ли это? Амурхан. Рашигудов. Амурхан, да? Рашигудов. Чем совет Тейпов? البحث واحد عوان المشترك أنا بني عوان بارير داول العشاء كتر داول بابو دول داول دول بيرتي قبل العشاء كتر بيتمنى لنا في زوجته وقد يدرسوا 17 نوفمبر ده وعديش مع سنخيدات الأولاني يول محمد جيلو توار ويول محمد جيلو بعد أقمع جزء بتشعز صدق بتشعز صدق ده بتشعز ريسبوبليكا يعني بتشعز رقم ده داس ده حق ده الحمد لله داس حق ده بخاطر ده ما بتشعز ده داس يسود داس يأخذ ده داس محمد جيل جواب سويت تيبو بريغولبي 90 тейп ده كله около 130 секунд كله около 130 секунд Докъс те пащири, косе гуд хоя, хар докъс те панир, ко хажал хоя, дангиш те пащири, ца иши и хажал. Багдад, докъс те пащири, уйри докъс те пащири, ужахнян, ошнян, хашнян, докъс те пащири, докъс те пащири, ца ики тхат вачири, хамфай вачири, я хашнян вачири, а илму болбана эхетати, йола мамад гирина. Да, приехал, пеймер приехал, диша секур, да мори, хана, это бар, амалдри. Что ты сум Махмед гирвоз, но уланя гирвоз, сек ухо, мы семечател это, это я хал сухо. Ухо дельдо да, амал, сонис хетатер. Озе, о 130 сега, это вас, верги негр валет 30 сега. Ханта сел сам, аха, со ходить хана. هاشنا سك يقي وابيز أنا تبني ليش خارج خانة سبسة عدد يندري Я перезвоню хотел. إيكا جوير مس هاشنا واشا قيتا عمر خان خارج ويز أنا خارج خجا صحوا خانة ودورة فسدت سويت تيبا مرجو إبراهيم ناسك كك سويت تيبا محمد جري تشور محمد جري تشور خانة تاتس كونيك رزنا غلاش يول خانة محمد جري صبق أول خانة بقول خانة والله تاتس недоразумение школы, حدا كاتك حدا كان حد مع مرجع إبراهيم
تاتشي دوجس إذا تاتشي حم إذا دعنا يغير حق جاو محمد جيلي حق جاو تاخد محمد جيلي شين دوجس لحقت صوتها أقوى عيسى أرشاكو عيسى بوليتيك باس أرشاكو عيسى بيتراتشوا ديسبيتن درد أزاق ديسبيتن يكاد تشوفه أبتيا كيول يكاد تشوفه ليشيب نسيول بات أرشاكو عيسى وولشان أقول يرى أخوشين دوز لقد ديبوتات أشوفها نبالي يا جماعتي إيبا زامسك سون ووزت سو آل يرمديان داو حقنا موت وعلى حمدات متي إيبا ديس خدق تحت دوزنس تحملشين لك فتشات لدي خاصة دوزنس لوي سنة غول قدر سنة أغا دير دوزلو قمي على جي يونس بيك معك يموق حبير وات تاق حمدير وات يونس بيك يا غجي أغا شو سقيتت أغا دوتشو ملا دود سويت تيبل دا يخا وبريغلوي يا جو سويت تيبل دا دخا ولا مرد دا يخا ملا دود حالي محمد جيدن جويتش خانس دات هو محمد جيدن دا حق لا جو بريزيدنت سويت محمد جيدن وا خان دود دا يخا دا تدو شنسيس كاي دا قادي خاطر مارسيس باشلا تاش بيت دا قادي خاطر قدو دا يخا دا أنا دخلت أو ديز مخبر أخبار مينيمو 3 بيرسك يا هذا البيج بس شو سك بعشق يشيرتي قصك بعشق مخبر عشان تقول داش أهدوش أخو دوتش شوف سكيت جواستونا أكار يبي خمس последний раз أخا بريمي برجول كان أشينا سبيسك أيلاي ما نقدر استولد يري بريزيدنت مش يري بريزيدنت سويت تيبا مش اي مش خرج سويت تيبا وحال باتش عايز خرج يا قشنا خرج يا باجو شيء تيبا خرج شقيت مش خرج سم حتى تكيد الباتر تو تكبار بنا كيت دقابل وزنشون بتكبار انا بقدر تنشاش تخو نجي مخاجر تتوا أوشو محمد تتوا أوشو محمد بريزيدنت سويت تيبو صعوب وأن شو تهابه حخل الشات حوالي إيران خقولس دقابة جان نجي مخاجر وقتها خقولس يعني صندوق بريزيدنت بيبارك بولدوا نخه سبيس أشياء نبخيت سجاير حافظ جالسة مشاريني سبيس كلكن أشيني هذا قوزوا وعشرة كتاب سيون قوزوا وعشرة كتاب جت سبيس حمشاريني أخو حاول تدقش سيهون خنواتر سامدنا يا حلم خنواتر أخو استيبال حماد ليلدش خوشة بتشح دعوة بتور أوش أحمد بشير يا استيبال حلقة برجع بخاب نو محمد جري أخ مخ واخد بيج محمد جري أخ مخ ليلة بيج مبي شلون دري يا محمد جري يولا دق تيب دير يولا دق تيب دو يولا جنش خرجوا سم مقدار خرجوا يعني خرجوا واحد يولا واحد صواب خرجوا يولو إسرائيل كيوا إسخر جاو بري يولوش الله ما يكمل يولوش باشا خرجا يولو إسرائيل بيتي حتى التلفون داتو حتى هو أتغيش يولو إسرائيل تيفنو خرجا بريزيدنت سبت تيفنو خرجا إزوا أقول سو خرجا لا سو هو بيحكوا قصة واقع أبل بوت أخو أنا أبل بوت سجى يوم لو ده يتع أبل بوت أوديس أقول إذا دات نو أخن شين خير قدرون تاشي خرجة تيبن واسن شيرت باش ناخ ثاني أجر حلقة شي تعدي خلبيس شو بس شيرت ناخ عدي خلبيس شي تيبن يري خلبيس شيرت ميل واحد شيرت ميل أوجيني أخن خو سون خو سو بريزيدنت سبب تيبن خرجة أن صحابي أسيكيات دادن شو تها هذا سون فدري على حق يالر نو حدوش البقى يول واحد أختار ora se tepnu خرجا se došao Bog vahnjaca. Pača vibri al rađu sa sabranija, sa sevičanija, kistri pača vejaju se goka yukuru. Az kestič kana među Ibrahim su telmo hatira, amal fa hawbi al sevičani hawbi. Hawbi al hawbi. To je sjezdi. Hawbi al tak sulta hava. Som waha was se telmo hat waqdatu gyo telefona. تلفون صدقت بودجو إذا تدها هذا إبراهيم تلفون تيها إبراهيم هذا سيد إحنا لا هذا نها بارك إذا حتى سجوا دكتور بودجو كم يريد هذا قدر أصلا دار شو بدي أنا فتشان الحشي هاي السبيسك يلا فتشان السبيس حشي هاي هذا فتشان هذا هو شو بدي أنا
ما قلت هذا حبيت بس أنا الموضوع جو حماية جو يربع شخص سون ليش خاصة خير سبب تيبو شرط يسوع تحق وبلوس تحق حمد تسوار شخص سو تيبو نو أو يودش أو يارج أو تيزيت أو فتا وديا هم خاطر هم ريشاد دويش فت موتن ده حلوة في بيري تنبالي يجي تواف ساعة أو تبيلو صودا أي فسبب تيبو بيشون فت عدوش ده الدشان أنا از published أخيرا زي بدات سبب تيبو سيء واحد انترنت واحد شتتي شو عشان خشوا ميجوا عمل خان عن حياة سيء واحد أذكرت دايوش أذكرت حتوش بعنا حبيبكم أطفال يقنا مديريان أوليش بناخد إتقيت مكتياتي بتشاز أخوجا حدولي إيش مكتي جيش جاد على الشيء تياخش حتى بيخا وريالا بوتبر تنسبوا أخر سندح بيانو يقدر أي مكتي شفيات مكتي قوي بيرد عن أول مدار شيبونا وش سجوا نو تأخير قد أخن شليل دجوا الحمد لله أخانا دال شيوعة نكذا نيجي وي خاص بين دال شيوعة نكذا نيجي أنا مقامداس أو خرجة وقت أو ما يولو خرجة وقت أبتشا درس ألهم يونس بيكا تهم خير شيء ما ودنيا تسجوا أشتر فيزا سجا يدري الدنيا دزار سنخير مش سجا يدري الدنيا مسدول سنخير يونس بيكو تلفزيون عافو جوجو مفتيات يجاس مفتيات دايحكر هذا شو فتشعب دايحكر نو شين ما بيزبوجو سك يحقون أخوار إيش مدوجو حماج بمحكي كليلوش خانا نيس كاديقا يا أمريكا نيس كاديقا حاج مردش بر خبرش يقي قولان أخوار بيشو كاديقا يا أمريكا ديقا أخيجاد بچا خينو بچا بنا بارش خيجاد أيجي يموت بيخالي وشانا يموت خليسة والبرنخ يبقى نخ أولو إيسا يونس بيك مصر بيكام أوت يونس بيك الحمد لله شو يزت نحن مفتيات يزت سبت ألبوم يزت مجبور نفس يزت لا فلشة كي سي يا تنيا فلشة تن أوليزان أوبس يفلشة شيء ديش بيعات أبغى تيجي نو يلو شيء غاوي بول شيء غاوي ماكو سبلا وخا تبين سبلا تبيعك شيء ماك حالات أخي جبار بول سكيت تودش تبيعه نلا أصلا شيء نيس خيتي دا شيء ليل شيء أتباقى شيء نيس خيتي خاصة تودالي سقى الحمد أش نقاسن أثر سقى نقنا على السوق عندي دول بيأخذ بسم الله الرحمن الرحيم دا بيرك دول يستخدم عشرة كتير командир قبل مدير قمصو راستو что российский початок также бахетнде расты лучше его сакабут хаялч мыш андерс расты это гоужа эрсет гоужа алузяч баран не говорю ему язал эдик он расты что будет бейстыш бараболыш будет лучше будет вот хакетча заготовка ешке за инициатива подачи искового заявления в суд с просьбой упразднить Совет Тейпов ингушского народа, истец управления Министерства юстиции по Республике Ингушетия. Это причиной этому, мне кажется, является переполнившей чашу терпения властей стало наше обращение в Народное собрание Республики с требованием восстановить национально-территориальные границы между Республикой Ингушетия и Республикой Северная Осетия с приложением проекта закона и карты Северной Осетии 1925 года. Наша республика вот уже 25 лет почти живет, не имея границ. Война была республики. Каждый новый набор депутатов или созыв парламента оставляет решение данного вопроса по следующему созыву. Никак не решается даже поставить вопрос о границах, а не только его решить. Мы являемся свидетелями того, как совсем недавно парламент Чеченской Республики принял закон, по которому Сужинский и часть Малгобекского района в Ингушетии являются их территориями. Наши исконные земли объявили своими, не моргнув и глазом.
приняли закон и положили под сукно до лучших времен. Рано или поздно этот закон попытаются использовать против нас. Он выстрелит когда-нибудь. Нам, когда мы начнем возмущаться, скажут, а что для вас было секретом, что мы считаем эти территории своими. Мы ни от кого не скрываем принятые нами законы. Кого из исполнительной и законодательной власти соседней республики за это наказали? Или сняли с работы? Они у них ходят в героях. Мы видим, что чеченские и осетинские парламенты приняли законы, включающие наши территории. По сути, это экспансия. Но почему наш парламент не может заявить о наших границах как на востоке республики, так и на западе? Принять закон и точно так же положить его под сукно до лучших времен. А они непременно наступят. Несправедливость не может продолжаться бесконечно. Мы и сами понимаем, что сегодня, в сегодняшней России, найти решение вопроса пригородного района, который де-юре является нашей территорией, невозможно. Но примите хотя бы законодательно акт, подтверждающий, что это наша территория, что мы не намерены оставлять ее в составе Северной Осетии, что мы не признаем ее аннексию, как не признал ее и парламент Российской Федерации, приняв закон о реабилитации репрессированных народов. Именно в связи с этим нашим обращением в парламент республики был приглашен для встречи с депутатами наш председатель Мурат Даскиев. На этой встрече депутат Народного собрания Иса Арчаков, член Совета Тейпов при главе республики, больше всех возмущался по этому вопросу на встрече нашего председателя Мурата Даскиева с депутатами парламента. Именно члены Совета Тейпов при главе республики, получающие потом за верную службу должности министров и депутатов, не могут смириться с тем, что есть Совет Тейпов ингушского народа, а не при ком-то. Именно они натравили на наше движение главу республики. Наше движение не является оппозицией. Мы заявили об этом при формировании Совета Тейпов. Именно члены Совета Тейпов при главе республики, получающие потом за верную службу должности министров и депутатов, не могут смириться с тем, что есть Совет Тейпов народа, а не при ком-то. Именно они натравили на наше движение главу республики. Наше движение не является оппозицией. Мы заявили об этом при формировании Совета Тейпов и продолжаем считать себя организацией, пытающейся без боязни и оглядки довести до властей чаяния своих тейпов, своего народа, и добиваться всеми возможными законными способами их воплощения в жизнь. Мы считаем себя, как и говорит само название нашего движения, защитниками интересов своего народа. Вернусь к началу своего выступления. Именно вопрос, который мы поставили перед парламентом о восстановлении границ Республики Ингушетия, явился той каплей, которая переполнила чашу терпения господина Евкурова. Мы смотрели передачу «Диалог с народом», видели, как он безапелляционно заявляет о том, что двух советов Тейпов в республике быть не должно. То есть должен быть только совет при нем. Более того, заявляет о том, что он дал поручение прокуратуре прикрыть нас, чем сегодня управление Министерства юстиции с большим воодушевлением и занимается. В связи с этим я хотел бы зачитать проект закона Республики Ингушетия, который мы направляли в парламент Ингушетии. Закон о восстановлении национально-территориальных границ Ингушетии и Северной Осетии. Национально-территориальные границы между Ингушской автономной областью и Северо-Осетинской автономной областью впервые были установлены по их обоюдному согласию, графически изображены на соответствующих картах, в том числе на карте Северо-Осетинской автономной области. В скобках прилагается. С осуществлением их демаркации на местности и утверждены в ЦИК в 1925 году. Политика сталинского режима, проводившаяся в 30-40-х годах в отношении ингушского народа, привела к антиконституционному насильственному изменению ее границ, ликвидации государственности и поголовной депортации всего народа. Крах сталинизма позволил государству встать на путь восстановления исторической справедливости. Верховный Совет РСФСР признал незаконными и преступными все репрессивные акты сталинского режима,
отменил их и признал право ингушского народа на восстановление его территориальной целостности. Существовавшей до антиконституционной политики насильственного изменения границ закон РСФСР о реабилитации репрессированного народа, статьи 3, 6 и 12. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьи 5, 65, 72, 73, руководствуясь Конституцией Республики Ингушетия, статьи 2, 5, 11, 76, 78, во исполнение закона РСФСР о реабилитации репрессированных народов и соответствующих постановлений Конституционного суда Российской Федерации, Народное собрание Республики Ингушетия постановляет. Статья 1. Восстановить национально-территориальные границы Ингушетии, Северной Осетии, РСО Алания по состоянию до их антиконституционного насильственного изменения в 30-40-х годах 20 века. Статья 2. Установить юрисдикцию Республики Ингушетия на всех ее территориях в пределах восстановленных национально-территориальных границ Ингушетии. Закон вступает в силу с момента его подписания. Приложение карта на одном листе. Это был проект закона, который мы направляли со своей инициативой в Народное собрание. Бесполезно, да? Но при этом человек настроен депутатский корпус. Фиделяха настроены бы, дячин хайшхол, дуцар фидедды. Сакхамы деддацар. Ответ из Вегашкан. Когда усы атту, хам дуқдар, дуқадар уже субагар дяхтачан, бақачан, да, ян. Дагдухат эхтадданс. Барков, диспозив прошу Ужахов Малсову, Достоевский Степел, Ужахова. Барков, бисмиллахир-рахманир-рахим. Конкретно как вы проводите это, я зачитаю в основном. Первое свое заявление о регистрации. И регистрация занимается только своим поручением, я выставил лично на организацию, вот весь этот механизм, всю эту процедуру я дословно помню. Может утверждать, я у вас. Первое свое заявление о регистрации Совета ТЭПов мы подали зимой 2015 года. А конкретно 19 февраля нам отказали в регистрации, указав на 4 нарушения. Сар Хамалда и так, я ответишь. Я против уже попри рядышки. Второе заявление мы дали весной 2016 года, 15 марта. Нам также отказали, сделал 9 замечаний. Третье свое заявление мы подали осенью 2016 года, 2 сентября 2016 года, сопроводил его следующим заявлением, которое я вам зачитаю. Начальник управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия Р. Азиева. Совет ТЭПов ингушского народа после очередного отказа государственной регистрации от возглавляемого вами управления уже в который раз подает вам документы для государственной регистрации. Нами устранены вновь очередной раз выявленными вашими сотрудниками недостатки, которые явились основанием для принятия решения об отказе. Сложно понять, почему все эти недостатки нельзя было выявить при первом же нашем обращении. Почему они выявляются поэтапно, по мере наших обращений. Это что, новый вид бизнеса? Вы нас уже в 3-й раз заставляете платить госпошлины. Обращение к вам обошлось нам уже 12 тысяч рублей. Ставлю вас в известность. К нам поступила информация, что ваше ведомство по заданию местных властей использует это время для подготовки регистрации движения под нашим названием, чтобы таким образом иметь законную возможность отказать нам в очередной раз. На этот раз, сославшись на факт наличия зарегистрированной организации под тем же названием. Заметьте, все 3 раза до этого управление на это не ссылалось. Просим вас объективно и честно рассмотреть наше очередное обращение и принять решение о государственной регистрации регионального общественного движения Совет ТЭПов ингушского народа. В случае получения очередного отказа вынуждены будем обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации, в суд и к широкой общественности Ингушетии.
председателя Совета тайпо-ингушского народа Мурат Аскиев. И вот, наконец, 14 октября 2016 года нас зарегистрировали как юридическое лицо. А уже 6 декабря 2017 года, через неполных 2 месяца, тот же самый управление Минюста Российской Федерации по Республике Ингушетия, который зарегистрировал наше движение, подает на нас в суд с просьбой ликвидировать Совет тайпов в силу выявленных ими непостранимых нарушений. Ни прокуратура, ни МВД, а именно Министерство юстиции подает, который и выдал нам свидетельство о регистрации. Именно это министерство просит ликвидировать нас. Нас бы не удивило, если бы другая инстанция выявила бы недостатки Министерства юстиции и потребовала бы. И выявила уже после регистрации больше нарушений, чем за 2 периода отказа перед этим. Что-то до этого отказа сделал я царь, что я ваша дело, что хадзяра мы замечаешь, хадзбарить я делал. И все неустранимые оказались. Таких неустранимых нарушений выявили аж целых 18. По сути, своем почти все высосанные из пальцев. Управление из этих 18 неустранимых нарушений, когда дело дошло до суда, управление Минюста стало настаивать на суде только на 2 нарушениях. По сути дела заявили, что в своем обращении в суд соврали. И стали настаивать на суде, считать неустранимыми только эти 2 нарушения из 18. В процессе суда согласились с ответчиками с тем, что одно из них, из этих 2, является устранимым. Из 18 заявленных неустранимых нарушений осталось одно в конце. Уверяю вас, соотечественники, это не анекдот, это реальность. Вот оно, это замечание, приведу его дословно. В нарушение части 3 статьи 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, устанавливающий порядок принятия решения об учреждении юридического лица при создании организации, решением общего собрания учредителей от 02 сентября 2016 года до принятия решения об утверждении устава организации, избранные руководящие органы и контрольно-ревизионные органы, юрист, на основании которого они хотят нас ликвидировать. Другими словами, в протоколе учредительного собрания вопрос утверждения устава поставлен не на первом месте, а только после президиума и ревизора движения. Нарушена очередность ведения собрания. Прошу заметить, речь идет о пунктах в одном и том же протоколе собрания. Ссылаются на статью закона, в котором нет ни одного слова о том, что вопрос утверждения устава должен стоять на первом или ином месте. Если перевести на народный язык, нам говорят, что прежде чем создать колхоз, вы назначили председателя. Как вы могли назначить председателя несуществующий колхоз, а если вы не утвердили устав до этого, то его не существует де юре? Мы отвечаем, помилуйте. Но разве мало случаев в стране, когда назначаются руководители создаваемых ведомств и организаций, руководителем, который назначается лицо, которому поручается и подготовка учредительного документа создаваемой организации, и создание самой организации. Мы в жизни знаем много случаев, когда конкретному лицу поручается создать организацию, и при этом приказ даже в Москве создать. Я лично в этой республике создавал таким образом 2 организации. Сперва в 1992 году Аптечное управление и в 2006 году управление Федеральной службы Росздравнадзора в Республике Ингушетия. Так и делают. Ничего страшного там нет. Фактов масса. Фактов масса. Формалист чистой воды. Минюст порядок оформления документов для государственной регистрации юридических лица ставит в зависимость не от содержания документа, а от последовательности содержимого. И это преподносится как неустранимое нарушение. Это единственная оставшаяся в суда причина, на основании которой нас, вероятно всего, ликвидируют. Хотя должны признаться, что никакой председатель суда на предыдущем заседании не заметил. Выше нашего понимания, как государственные служащие только что с 3-й попытки, признавшие наши документы соответствующим нормам российского законодательства, в результате, как они заявляют, проведенной ими экспертизы,
за проведение которой они еще получали от нас каждый раз новую порцию денежных средств на счет управления, всего через 1,5 месяца выявляет аж 18 неустранимых замечаний. У кого они их выявляют? Нам кажется, это вполне логично, у самих себя, а виновными этим пытаются сделать нас. Разве неустранимые замечания не должны быть для работников Минюста однозначно и знакомы, как красный свет светофора, который невозможно при всем желании не заметить? Как они их могли пропустить 3 раза подряд, если они даже имеются? Почему они пытаются виновными это дело сделать нас, простых граждан, учредителей, которые не имеют квалификации в юриспруденции? Вопрос, за что управление Минюста трижды получали от нас немалые для простого смертного денежные средства? Разве не за экспертизу? Что это за экспертиза, которую они сами же без зазрения совести могут опровергнуть через неделю? Какой вывод напрашивается из этого случая? Что ни одному документу, выданному государственной организации, в нашем случае Минюстом, верить нельзя, грошем цена. Как простой смертный может не верить документам, прошедшим экспертизу в самом управлении Министерства юстиции, которое поставлено государство именно на охрану законодательства Российской Федерации на территории Ингушетии? Разве не абсурд? Разве это не цинизм, безграмотность и продажность в одном лице? Вот такие у господина Люкуров госслужащие по запросам. Ну а мы дружно пойдем в пятницу на судебный процесс, получим решение суда, а затем спокойно начнем готовить апелляцию в Верховный суд России. Не забудем обратиться и в Министерство юстиции Российской Федерации, порадовать их виртуозной работой и по управлению в Ингушетии. В меру своих сил и возможностей, через средства массовой информации России, поделимся с гражданами других регионов страны об удивительной способности наших юристов метаморфоза. Такой опыт работы должен быть востребован. Виртуозы. Евкуров непременно отблагодарить. Можно и не сомневаться. У меня все. Добрый день. В Совете ТЭПО я участвую почти 2 года уже. За эти 2 года на Совете ТЭПО в Республике Ингушетия поднимались вопросы, наболевшие в ингушском народе. Это вопросы территории, эти вопросы беженцев, эти вопросы многодетных семей, репрессированных людей. Ни одного случая не было, чтобы на Совете ТЭПО противозаконные выступления были, обращения были. Эту республику создали настоящие ингуши. Есть ингуши, которые себя называют этническими. Но, к сожалению, после создания Ингушской республики к власти начали приходить ингуши этнические, как они себя называют. По происхождению они ингуши, но они работают во вред ингушскому народу. Ни один вопрос ими с 1998 года ингушского народа не решен. Ни вопрос границ, ни вопрос возвращения беженцев, возвращения территорий. В 1989 году именно благодаря работе патриотов, настоящих ингушей, работы ингушского народа был принят закон Верховным Советом СССР. Декларация была принята 14 ноября 1989 году о признании незаконными и преступными все законодательные акты, принятые на всех уровнях союзных республиках, на уровне Верховного Союза СССР. На основании этого документа Верховный Совет в 1991 году 7 апреля принял постановление, отменяющие все эти законодательные акты, принятые на всех уровнях союзных республиках и на уровне Союза СССР. С этого момента, еще до принятия закона реабилитации репрессированных народов, вхождение в пригородный район и территории, которые входили в состав ЧАССР, на момент выселения, вхождение их в состав Северной Осетии являются незаконными.
после был принят Верховным Советом Российской Федерации федеральный закон о реабилитации репрессированных народов, и в 6 статье четко указано, что территориальный вопрос должен быть решен до 1 марта 1994 года. И этот срок был указом президента России продлен до 1 июля 1995 года. И вот эти наши этнические ингуши, благодаря им этот указ, этот закон по сей день не выполняется. Минфин, Минюст, республику возглавляют наши люди со дня его создания. И эти люди работают против нашего народа. Вот эти люди сегодня и истцом являются данного дела о закрытии Совета ТЭПО. Истцом выступает Минюст, продукт. Средства, выделенные детям, сиротам, больным людям, репрессированным людям, как они воруют их льготы, как они Безработица. обманывают президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина каждый раз. Если взять Минюст, как его, чтобы люди наши лучше поняли, Министерство юстиции, назовем его, не было случая, чтобы Минюст наш, прокуратура выступила, сделала замечание по тем законам, которые парламент принимает против федеральных законов, местные законы, ущемляющие интересы жителей этой республики. Например, приняты законодательные акты. По федеральному закону Российской Федерации многодетной семьей считается семья, где имеются 3 и более детей. А в нашей республике приняты законодательные акты, где многодетная семья считается 5 и более детей. И замечаний меню здесь не находят. Но потом они отменили. Ну, потом, когда мы начали... 10 лет когда прошло. Но Народное собрание республики принял закон, противоречащий федеральному закону о реабилитации репрессированных лиц, где сказано, что эти репрессированные лица имеют льготы определенные, такие-то. И Народное собрание принимает закон, что эти льготы полагаются по нашему закону только репрессированным лицам, инвалидам или пенсионерам. И выхолашивает закон. По федеральному закону человек, который был выслан и родился в ссылке до 1 января 1957 года, являются репрессированными. Все эти льготы, если взять год целый, на год при Евкуре выделялись мало-много 660 миллионов рублей. По этому закону. По этому одному закону. Они по назначению не идут. Вот таких законов масса. Но наш Минюст не то, что замечание делает, они дают положительное заключение этому закону. Парламент туда направляет документ, чтобы они дали. Антинародному закону. Да, они положительно дают заключение. Почему она халат шхана? Закон о реабилитации репрессированных народов при таких руководителях никогда не будет исполнен, потому что они этого не хотят, они уже подписались под этот, они созвали съезд, на съезде приняли закон о местном самоуправлении, уже они абсолютно беспомощны с этого момента что-нибудь по этому вопросу, по этой проблеме положительно решить. Сюда, сдавали настоящий ингуш хатуаге в течение 2 года с пригородным районом Усхачуаге, сомнений в этом нет.
этнических ингушей, ингушан надо отправить туда, откуда они пришли. Отобрав все, что они здесь награбили и Заворовали. В этом случае только мы добьемся чего-то. Ve olsan havaşa gitti ve tamam ve dokuladı ve tamam dokuladı ve o hamurist malkanı вилцы, куда было, что Марсика, хава мода, он такая часть, хадица, она уже, кому хой, мамусу, кому из этого конус. Ого, абу зяхашли бар, адакта, точно да, кадацию, хап шуда, нахши, так, юг бахаться можешь, шей метгиш, хэж бажба. Юрт епе, улицы же на наш похищёцыш, валай похищёч. Кинешка жда ха, я знаю, энциклопедия жда адеха, лай там агрессор жда сига штах. Зарик цахаман дохал главаш. Пейн мачит масиха наяхаш палч. Дан де бел возло, боксучил бока ждал постигать. Но все идти под руководством все на Осетии, их захвате сионистическим партизаниям, это просто терпения нету, сил нету. Да, ох, молодые царь, команд, что самодан тоже, поздно тоже, канавер, да, это бахубы, да, и как